Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы рассмотрим один из признаков глагола неопределенная форма. Иначе мы его называем инфинитивом. Для начала давайте проверим себя, насколько мы знаем мой глагол. Обратите внимание на таблицу. Ответьте мне на такие вопросы. Что означает глагол? На какие вопросы отвечает эта часть речи? Как изменяются глаголы в настоящем и будущем времени? Каким членом предложения является чаще всего глагол? Как пишется глагол с частицей «не»? И назовите глаголы, которые употребляются без «не». Перейдем теперь непосредственно к неопределенной форме глагола. Для глагола начальной формой является инфинитив. Инфинитив – это особая форма глагола, которая отвечает на вопросы «что делать?», «изучать?», «рисовать?», «что сделать?», «изучить?», «нарисовать?». Инфинитив только называет действие, не указывая ни на время его протекания, ни на лицо, ни на число, ни на наклонение. Поэтому в словарях, где толкуется значение слов, глаголы представлены в неопределенной форме. Ребята, запомните, инфинитив – это неизменяемая форма глагола. Большинство русских глаголов в инфинитиве оканчиваются на «ти» или «те». Это суффиксы инфинитива. Некоторые русские глаголы в инфинитиве оканчиваются на «ч» с мягким знаком, которое входит в состав корня и суффиксом не является. Основу глагола составляет часть слова без суффикса «ти» или «те». Перед суффиксом инфинитива «ти» или «те» в глаголе обычно находится другой глагольный суффикс. Эти суффиксы, которые могут сохраняться в других глагольных формах, помогают определить спряжение глагола. Инфинитив может быть любым членом предложения. Дом вести, не лапти плести. Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивом. И последнее. Инфинитив имеет следующие морфологические признаки. Вид, совершенный, несовершенный, возвратность, невозвратность, которые вы будете изучать в старших классах. Хочется представить вам работы, которые предстоят вам выполнить в рабочей тетради. Первое, я предлагаю вам составить диаграмму Вена. И для сравнения мы возьмем следующую часть речи, это прилагательное, которое обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой, какая, какой и какие. Вот по этим двум частям речи составьте диаграмму Вена. Следующее задание. Составьте синквейн на слово «балхаш». В разминке я хочу предложить вам такую работу. Я называю глаголы. Вы их ставите в настоящем, будущем, прошедшем времени и в инфинитиве. Эти глаголы я буду давать в разных временах. Итак, внимание. Глагол играет, танцевал, рисуешь, блестят. Пожалуйста, выполняйте эту работу. Проверим. Допустим, возьмем глагол «играет». Итак, глагол стоит в настоящем времени. В прошедшем времени будет «играл», в будущем будет «сыграет» или «будет играть». И инфинитив будет «играть».